Сегодня 92-летний Далымбек Досхоев из Инарки – один из самых старших и уважаемых жителей селения. А в 44-м 12-летний мальчик, который только начинал жить и не понимал, почему весь народ лишили родины на 13 лет. В то время семья Досхоевых проживала в этом же доме. После высылки немцев, карачаевцев и калмыков советская власть решила депортировать и ингушей. Люди до последнего не думали, что сталинский режим пойдет на такое. Великая Отечественная война еще не завершилась, и ингуши воевали против фашизма на различных фронтах, и в признание всего народа изменниками трудно верилось. Поверить пришлось накануне 23 февраля. 23 числа причудятся до 15 лет правительственное собрание Хагулды Алмяжик дочмет Хадыгиртко. Тогда все давайте полуторки машины же станковые пулеметы ждалатыш. Сасагда хавал курдас. Та чака цар шо ардох 6 шо высылки ардоледа ардан чуерт девуш. Но 6 выясги ты у меня яцер наха. Я их яцер. Я яцер. Ну а дальше товарные вагоны и нескончаемый стук колес. Одна буржуйка на весь вагон, крошки еды и нехватка теплых вещей в дороге. Таких условий многие не выдержали. Старики и дети умирали на руках. 6 суток некогда бахче, сосюр поезд. Соси выходите на оправку, или соси до ворот шаили арбор чума. شغل شق بالي دقني سجوني حجر وين رأي قليل أولش. И так ехали 3 недели, а по приезде переселенцев холодно встретила не только суровая погода северо-восточного Казахстана, но и местные жители, которых обязали принять депортированных. Семью Далымбека привели в теплый дом, но другим так не повезло. Некоторые были размещены в холодных помещениях при морозе до 30 градусов. Жрапер, мелёк, усёк, гивер, учи, совхайер, хужгусайер, вейднеха фант, ишкули бьёхаш, беха дачбе гибье, ишкули туада абахачи, не топлены школа, обогревать сидишь латереж, айлята школы, так бир да сошелся косок чуть-чуть ханып да ювирт девуш ювин яр дела жирапер бей есмели декат яр хагулшан чуждор докам ким докам. Первый год для семьи стал самым тяжелым. Далымбек потерял родителей и брата. Начало марта, конце марта. Нани ртха сазама вошвош аздавигер богжвар больнице давига сигвалер девуш валер то кодес то шуши иши то дедоми дашдалер дедоми ох аскош дякр дедоми да притчу дячи речу дячи тревако вош дабахтер костер топшим Ешанды доби, соцанды доби, ересанды доби. До 53 года дибиси ехала соцан. После нескольких лет в детдоме Далымбек поступает в школу фабрично-заводского обучения в Павлодаре, а после ее окончания в 1950 году устраивается работать каменщиком на стройку. Параллельно периодически навещает своих брата и сестру, которые трудились в Кировском колхозе. Чтобы встретиться с родней, Далымбек преодолевал около 50 километров пути, причем пешком. И дальняя дорога была не самой опасной частью путешествия молодого человека. В то время переселенцам было запрещено покидать населенный пункт, где они находились, и Далымбека за такие вылазки могли посадить на 25 лет. Увидеть своих родных без опасности оказаться за решеткой он смог лишь в 57-м, когда снова вернулся в родовое гнездо.
На родине Далымбек построил не только дом для своей семьи, но и множество других объектов. Дедушка трудился на стройках и возвел не один десяток зданий. Последним объектом, к чему приложил руку Далымбек, стала 12-я школа Инарки, которая носит имя его племянника, героя России Ахмеда Катиева. Горосполкомер, горосполкомер, Сергояж клуб яй, Инаркида и школе яйо, Инаркилат клуб яйо, бригадир ваш. После возвращения на родину Далымбек женился. У него 4 дочери, 3 сына и несколько десятков внуков. Уважать старших, соблюдать все заветы ислама, жить во благо своего народа. И самое главное, никогда не забывать, что именно стойкость и мужество помогли народу выжить в суровых условиях. Эти наставления из уст Далымбека звучат не только внукам, но и всем жителям республики. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.